лекции. Сегодня у нас четвертая открытая лекция Летучего университета в межах такого циклу «Галоўнае питание». И вот уже четвертый тиждень запар наши выкладчики, члены коллегиума спробуют пропоновать широкой и зацікавленной публицы некие свои разваги про то, что зараз галоўнае. И мы, конечно, абсолютно широкий спектр проблем поднимаем, але сегодня, напевно, такое питание может найбольш, якое не вызывая питание, что чему это галоўнае питание. Бо я думаю, что апошнія гады два кто только не разважаў у розных модусах про фашизм, это, может, слово нават стало уже частково стратила свою категоричность и некую категоральность, стала таким образливым, оно завсёды было образливым, але это не меньше, мы стали, напевно, частей злоуживать. И сегодня, на мой взгляд, это довольно такое провокаційная назва, якая тычыцца боротьбы двух идеологий, фактично двух поглядов на свет, які разгортываются зараз на постсоветским просторах, хотя я думаю, что не только на постсоветских просторах. И я сподіваюся, что это будет цікавая и лекция, яка поспробує не спекулировать вось гэтымі развагами про такие шиковные термины, з якими можна гуляться вельмі довго, а поглибиться и нечто зрозуміти про наш сьогоднішній стан. Будь ласка, Вячеслав Бобрович. Уважаемые коллеги, спасибо всем, кто не пожалел времени для того, чтобы прийти и послушать лекцию живьем, потому как вы понимаете, велик соблазн все-таки дома, на кухне, когда она уже в записи, действительно. Я думаю, что многие так и сделают. Вот уже объявлено было о лекции, и видите, это действительно актуально, но я должен сделать сразу же несколько уточнений по лекции, потому что вот в таком виде, как она сформулирована, специально, заостренно, может быть, провокационно, сразу возникает вопрос. И у меня там в Фейсбуке уже были, мои коллеги обвиняли, зная, что я не отношу себя к либералам последовательным, они сразу говорили, так, полушутку, значит фашист, да, потому что получается, что кроме фашистов и либералов никого и нет. Да? Вот это все я должен буду уточнять для того, чтобы меня вот так вот голословно не обвинять. В чем тут дело? Но перед этим я хотел бы, чтобы получить хотя бы минимальное представление о том, все-таки вот с кем я имею дело, может быть, как мне говорить потом, после этого. Я хотел бы, чтобы вот такое небольшое знакомство, самое поверхностное. Пожалуйста, поднимите руки те, кто сейчас является студентом, кто учится. Так, у нас студентов не так много. А теперь поднимите руки те, кто так или иначе учит кого-то, студентов или еще кого-нибудь. Так, в общем, примерно равные. И то, и другое. Остальные я не знаю кто, теряют таганка. Мне кажется, других, в общем-то, и нет. Да? Но, наверное, кто-то есть еще. Но кроме этого они еще чем-то занимаются. Да? Я рад, что вот касательно первой и второй категории, что наконец-таки мне удалось их посадить рядом. Они как обычно, как они по разные стороны баррикад стоят. Да? Вот будут примерно в равной роли. Далее, значит, вот смотрите, в названии написано «идейное противостояние». Это значит, это не случайно. Это значит, что я меньше буду говорить, но меньше говорить о, скажем, противостоянии партийном, если угодно, может быть, даже идеологическом строгом смысле слова. А если хотите, прежде всего о противостоянии на уровне идей или даже, кто любит слово «философия», на уровне политической философии. Собственно, идеи ведь там, как правило, и аккумулированы. Поэтому, не знаю, боитесь ли вы или нет таких вот, может быть, немножко теоретических рассуждений, но придется сегодня потерпеть. Их есть у меня, как говорят. Да? И они, благо, что они, чем могу облегчить, как бы вот участь вашу в данном случае, они на слайдах будут, поэтому это уже более легче для восприятия. Еще одно уточнение. Вот смотрите, так получилось с фашизмом. Не только сейчас.
как говорила Татьяна, но и на протяжении, наверное, всей советской истории, особенно после победы в Великой Отечественной войне, сложилась такая ситуация, что вроде бы как о фашизме знаем все. И, скажем, фильм Рома, да, там показывает подробно, вот, казалось бы, все изучить. Но ведь смотрите, какая штука складывалась. Победив фашизм в войне, в то же время советский человек никогда по-настоящему не боролся с идеологией фашизма. Не боролся и даже не совсем понимал тонкости этого феномена. Ну, что имеется в виду? Скажем, тонкости, которые, на мой взгляд, наилучшим образом, может быть, раскрыты Эрихом Фромом в его известной книге «Бегство от свободы». Я специально принес книги некоторые, прямо вот чтобы показывать. Конечно, сейчас можно все найти там, в интернете, но для пущей убедительности, что я не все, что я вот сегодня буду говорить, я придумал сам. Не все от себя. Что-то взято, что-то до меня уже продумано. Очень хорошо психологические основы рассмотрены. Так вот это как раз советскому человеку зачастую и неизвестно. И получается, что когда фашизм проявляется вдруг вот тут рядом прям, а может быть даже в тебе самом, в твоих собственных каких-то взглядах людей, он не рефлексируется, он не замечается. Он как вот рубашка, которую мы не замечаем, особенно в повседневности. Ведь повседневность в целом, она как бы незамечаема. И вот получается, что, смотрите, какой странный феномен, да, скажем, россияне под, понятно, влиянием пропаганды, но не только, обвиняют, скажем, украинских фашистов, там, заседающих в Киеве, и не замечают того, что сами просто чуть ли не слово в слово повторяют какие-то постулаты, ну, времен Гитлера, там, и так далее. Причем, собственно, психология. То есть не только теоретические постулаты, но и настроение. Я сегодня буду говорить еще и о настроении. Вот о такой категории, да, которая трудноуловима, но вместе с тем очень значима и в некоторые периоды истории очень многое определяет. И теперь, да, по понятиям. Если кто-то, ну, так или иначе, у всех высшее образование, был какой-то курс политологии, да, и есть какое-то представление о том, какие бывают политические идеологии. И наверняка есть представление о том, как можно построить, например, спектр политических идеологий. И с ними можно как бы их выстроить можно в линию. Ну, смотрите, не случайно их называют там, скажем, правые и левые, да? Скажем, если возьмем максимальный спектр, то, ну, скажем, у нас на самом правом будут ультраправые. Собственно, обычно фашизм туда и относят. Ультраправые, национал-социализм, фашизм, он где-то там. Здесь у нас будут ультралевые, да, спектры. Где-то у нас будет серединка. Чаще всего, ну, центристы, да? Если менее подробно, то у нас будут левые, скажем, правые. Но чаще всего выделяют еще левоцентристы и правоцентристы. Вот видите. Ну, это если уже к политологии ближе, да? И правоцентристы. Вот вам максимально подробный спектр. И по каждому мы можем поставить. Вот здесь у нас, скажем, будут какие-нибудь национал-большевики, да? На левом спектре, на крайнем, ультра левом. И национал-социалисты где-то там. Либерализм, он где-то здесь. Здесь у нас могут быть там коммунисты или социалисты, да? Здесь у нас могут быть социал-демократы, здесь неоконсерваторы, я не сильно вас загрузил, консерваторы. Вот спектр. Знакомо? Вот если мы смотрим так на спектр, то смотрите, не совсем логично. Я противопоставляю фашизм и либерализм как два крыла, да? А ведь на самом деле либерализм вот здесь, а фашизм вот здесь. И это, собственно, не как бы вот разнос, да, а гораздо больше расстояние между правыми и левыми. В чем тут дело? А дело тут в том, что на самом деле существует и можно построить другой спектр. Это когда мы будем брать идеологии, ну тут ведь этот спектр строится из совокупности. То есть если будем анализировать каждую идеологию, я не буду углубляться сейчас, ну прежде всего там равенство, скажем, да, и иерархия, да, как полюса. Скажем, там традиционализм, да, и модернизм. Чаще всего. Но если мы возьмем просто такой значимый, надо сказать, критерий, ну один всего лишь, это индивидуализм и коллективизм, то тогда у нас ситуация меняется.
тогда у нас на этом спектре будут либералы или либертарианцы, там, и так далее, это уже подробности. А на этом спектре у нас будут и фашизм, и национал-социализм, и большевизм, да? И все вместе. А ведь, собственно говоря, вот это пара, индивидуализм и коллективизм, это и есть, если хотите, попытка ответить на основной вопрос политической философии. На самом деле нет такого понятия «основной вопрос политической философии». Я знаю, что у нас появились специалисты политической философии, они вот не дадут мне соврать. Вроде как нет, или есть. Я слышал о том, вот философы там когда-то бились над основным вопросом философии. Ну, в советское время, помните? Говорят, что сейчас уже давно этого нет, все устарело, там вообще все устарело. Вообще ничего нет. Но основной вопрос политической философии, если бы он был, то я думаю, что на самом деле это не что иное, как... Секундочку. Это у меня другая презентация. Вот здесь у меня их две на самом деле, поэтому я буду периодически путаться, переходя от одной к другой. Так. Она на весь экран, нет? Ну, я вот тут вот нажму. То, основной вопрос философии, если бы он был, да, это ведь не что иное, как попытка согласовать частные и общественные интересы. Вот на протяжении всей истории, ну, конечно, если не считать там поиск наиболее справедливого общественного строя. Ну, это такое, ближе к утопии. А здесь частные и общественные интересы согласовать никому до конца не удается, но можно только каким-то образом приближаться к решению этой проблемы. Вот он. И здесь, как мы видим, да, индивидуализм и коллективизм – это крайние модели решения этой проблемы. Когда коллективные интересы подчиняются индивидуальным, да, и это определенный тип государства, политсистем и так далее. И когда индивидуальное подчиняется коллективному. То есть понятно, да, почему я тогда развожу и делаю как бы вот эти вот полюса и крайности. Далее. И что тогда? Что тогда? Я еще одну позволю себе. Раз уж дорвался, далее мне рисовать. Порисую потом. Смотрите, теперь, что касается понимания идеологии еще. Вот я буду делать какие-то методологические вначале уточнения. Не подумайте, что я постоянно буду вам смучить вот этим. Это чтобы вы понимали, что я затеял и что я буду доказывать. А как можно понимать вообще идеологию? Вот я же заявил о либерализме, да, и фашизме. Понятно, что ее можно понимать как теорию. То есть из теории берется многое, основные идеи. В политологии есть такой термин, там уровень политологии, вот у меня политологи, я вижу, сидят, скучают, да, они знают наверняка. Там это научно называется теоретико-концептуальный уровень идеологии. Вот так. Вот можно говорить о партиях, да? И в них программах тоже идеология. И это у них называется на их птичьем языке там программно-политический уровень. Можно говорить о чем? Можно говорить о психологии или массовом сознании. Очень важный уровень или составляющая. Когда идеология проникает в массы, да? Я обозначу как психология. И это тоже, кстати, уровень называется актуализированный. Но когда идеология, скажем, подчиняет себе все общество, когда она становится государственной идеологией, в тоталитарном государстве, прежде всего, мы можем говорить о политическом режиме. Ну вот как, например, нацизм, да? Политический режим или еще шире политическая система. Видите как? То есть мы можем говорить, вот, и все это можно примерять и смотреть по России, да? Как это там вообще? Что есть здесь, здесь, здесь. Так вот, самое главное мое уточнение, к которому я подошел, что я буду понимать. И смотрите, в этом смысле, если смотрим на Россию, а у меня такой, видите, как такой тезис мощный, что там либо фашизм, либо либерализм, и всякий, кто соображает в этом деле, начнет сразу спорить и оспорить меня, потому что там, смотрите, там либералов, ну там по расчетам, по соцопросам, 3, максимум 10%. 3-5, обычно говоря. Что в российском, что в белорусском обществе. То есть совершенно невлиятельная сила. Партии тоже сугубо либеральные, невлиятельные.
И если мы возьмем в таком же узком смысле слова организации, ну, скажем, на уровне партии, на уровне теории то же самое. Возьмем фашистов, их тоже на самом деле немного. То есть ни те, ни другие погоду не делают. Немного, ни тех, ни других. И я в своем интервью, может быть, кто-то читал, и в заставке там у нас на сайте Летучего университета, если посмотрите, говорил о том, что ни много ни мало, что противостояние между двумя этими идеологиями, называемые мета-идеологии, сегодня на постсоветском пространстве определяет дух современной эпохи. То есть это самый главный вопрос. Либерализм и фашизм. Но в широком смысле слова. И вот что означает это в широком смысле слова, я сейчас постараюсь вам показать. И потом уже буду доказывать. То есть вот это в узком смысле слова. Да? Но если мы берем общество в целом, то я здесь я должен ввести такой термин неконвенциональный. Я его часто использую, меня ругают за это. Но вы его хорошо все знаете. Это термин государственной идеологии. Вы наслышаны, да, что у нас в вузах там, на всех уровнях стали преподавать. И традиционно оппозиционная точка зрения, она как звучит? Государственной идеологии в демократическом обществе быть не может. То есть ее нет. Ну, потому что плюрализм идеологии – это конституционная норма. И каждый гражданин имеет право выбирать. Вот я лично вынужден был преподавать государственную идеологию. И я помню, как в некоторых своих речах, кстати, Лукашенко говорит: а вот смотрите, ведь там же в Америке есть, и вы не можете не почувствовать эту государственную идеологию. Она ведь везде. Она в образовании, она в СМИ, она просто в нравах, если хотите, да, транслируется. Она как бы пронизывает общество. И выражается, в частности, там, в политкорректности, да, в каких-то вещах, в том же самом, не знаю, толерантности, если хотите, и прочее. И, как правило, транслируется через систему гражданского образования, обучения прав человека, там, культура мира и демократии, если хотите. Много каких-то таких форм. И вот это, в принципе, не называется, конечно, государственной идеологией. Но по сути, государственной, вот если хотите, я лично называю государственной идеологией, потому что когда я преподавал этот курс, я, собственно говоря, с этой точки зрения и подходил. Где государственная идеология Республики Беларусь? Она в ее Конституции. Это основные идеи и ценности, которые там заложены. И эта Конституция должна стать, ну, скажем так, для всех нас как документом, по которому мы смиряем, правильно ли мы идем. Страна в целом и каждый из нас в отдельности. И мы должны все постараться, чтобы сделать еще нашу Конституцию, ну, скажем так, соответствующей реальности. Точнее как, сделать так, чтобы она воплотилась в реальность. Вот не называют американцы, но тем не менее они живут согласно Конституции и согласно той идеологии, которая там заложена. А там заложена как раз в основном идеология либерализма. Ну, мы называем еще либеральная демократия, но так или иначе, это все основные идеи и ценности, которые взяты были на протяжении истории, политической истории, из либерализма. И что мы имеем тогда? Смотрите, мы имеем определенный тип государства в условиях вот этой либеральной, ну, скажем так, это либеральная демократия. Да? Вот государственная идеология либерализма формирует систему, в целом, которую можно назвать либеральной демократией. И когда мы смотрим на Запад, скажем, Европу, мы говорим безразлично, не делая различий между странами. Это страны либеральной демократии. Но когда государственной идеологией становится фашизм, а такое бывало, когда он проникает в психологию, когда одна партия ее выражает, она, кстати, как правило, вычеркивает все остальные, да? Когда в теории в законченном виде, то возникает система, которая называется тоталитарное государство. То есть тоталитарная система. Либеральная демократия или демократическая система и тоталитарная система. Вот две противоположности. Выражаются они в таких же противоположных типах государств. Это логически прямо противоположные государства. Правовое государство и тоталитарное государство. В чем разница между ними? Самое главное, в этом типе государства системообразующим принципом, начнем с этого, тоталитарного государства, принципом является принцип монизма. Ну, она. Я вам покажу. Я просто сейчас накидаю, да, а потом я покажу подробно. Здесь
Принцип плюрализма. Здесь у нас определенный тип культуры, тоталитарная политическая культура. И здесь определенный тип культуры. Его не называют либеральной, и даже демократической не называют, просто там традиция есть. Ее называют гражданской. Гражданская политическая культура. Свойственная именно данной политической системе. Что еще? Здесь, и вот что интересно, смотрите, если в данном случае мы имеем систему, которая называет себя либеральной демократией, да, то здесь данный тип системы может реализовываться в разных политических режимах. В частности, в свое время он в Италии реализовался в фашистском режиме, в Германии национал-социализм, а в Советском Союзе большевизм. Ну, его так и надо называть, для удобства. Потому что он, собственно говоря, противопоставил себе в свое время меньшевизму. И что получается? Вот противостояние между этими двумя системами, и политическими, и системами ценностей, идей, это и есть то, что я назвал противостояние на постсоветском пространстве, главное, да? Вот дух эпохи. И здесь уже возможны споры, а насколько вот то, что складывается, насколько вообще в России вот это складывается, если я говорю, что вот эта опасность существует. Я должен показать. Насколько вот это можно называть фашистским, а может быть нет. Потому что на самом деле там ведь смесь. Мы знаем, что там идеи соседствуют, как фашистские, так и унаследованные из советского прошлого. Да? То есть вот здесь мы уже можем рассуждать как бы о конкретике. Но я повторяю, что вот эта система ценностей и политическая система противостоит другой. Значит, давайте так. Я в самом начале забыл сказать о важном. Во время лекции я практикую не совсем удобную форму для себя, но более удобную для аудитории. Я разрешаю задавать вопросы в процессе. Но здесь, вы поймите, как и во всякой демократии, многое будет зависеть от способности пользоваться, да, правами, которые вам дают. Поэтому давайте так договоримся. Вопросы в процессе, потому что вопрос хорош, когда он горячий, когда он относится к тому, что я говорю. А комментарии или суждения, ваши оценки в самом конце. Причем в вопросе мы не будем упорствовать. Вряд ли кто-то из нас кого-то здесь переубедит. Такого не бывает. Человек формируется долго, и убеждения его тоже. Зафиксировали разницу, пошли дальше. Да? Это нормально. Поэтому, пожалуйста, может быть, возникли вопросы по такой теоретико-методологической части? Да. Може, я неправильно зрозуміла, але я так розумію, що ви супротиставляєте лібералізм і фашизм по фактично одному критерію. Це індивідуалізм і колективізм. Так ви якби навошта тоді називати це там лібералізмом і фашизмом, можна розмовляти про індивідуалізм як ідеологію, ці які нейтрոնне бачення, і колективізм. Ну, ці це одно і те ж, ці це щось більш складане, і тоді навошта спрощення. На самом деле это гораздо более сложно. Это целая система. Я буду показывать, да, что либерализм воплощается и в определенный тип, если хотите, да, и политической системы, и взаимоотношения, скажем. Я буду показывать в некоторые моменты. Не хотел бы вот как бы в целую лекцию по поводу либерализма, но вот правовое государство, в котором воплощается сегодня либерализм, оно по всем своим параметрам, характеристикам противоположно тоталитарному государству. То есть вот индивидуализм и коллективизм хорош в плане обобщения на уровне такой, я не знаю, там, ориентации, да, мировоззренческих каких-то. Для того, чтобы объяснить вот просто эту противоположность, которую я заострил. Но на самом деле для меня важнее противоположность как предметная, а она здесь есть. Я буду стараться ее показать, может быть, это вопрос немножко так как бы забегает вперед. Вот давайте так, если в процессе не выяснится, да, что я сказал, то тогда вернемся к индивидуализму. Я не очень, конечно, склонен к тому, чтобы вот спорить на таком уровне коллективизм, индивидуализм, потому что это, согласитесь, сказать, немножко схоластика, да? Вы же это ввели, это же ну не да, это я так, на всякий случай, чтобы не обвинили, может быть, или еще чего-то. В том, что он голословно утверждает. Гораздо важнее, на самом деле, то, что в России происходят какие-то процессы, да, которые, может быть, еще не сложились в систему. Вот они еще не полностью, вот, как бы, вот эта система. Но то, что я буду показывать, оно как бы говорит о том, что многое начинает на это намекать. И это вызывает опасения. То есть мы должны это видеть, понимать. Может быть, даже как
нашим ближайшим окружением. Ведь когда я говорю о постсоветском пространстве, вы же поймите, это не только в России, да? В каком-то виде это наверняка экстраполировалось, да? Мы можем где-то просмотреть в других странах. А можно вопрос, там у вас прозвучало в начале, что вы сказали на Украине, как бы вроде бы как у них как фашизм. Вот я немножко хотел бы вас понять. Вот вроде бы как, ну, в России по телевидению мы везде видим пропаганду, там фашистская хунта, можно сказать. Ну, что-то вот я немножко такое у вас услышала. Нет, я сказал о том, что возникает такой очень своеобразный парадокс, когда возникновение фашистских настроений в России, да, скажем, налицо очевидно, да, не дает россиянам иногда, то есть, точнее так, обвинения, которые адресуются Украине, в том, что там фашистское, не дает им увидеть вот, проявление фашизма, может быть, еще в большей степени, вот, рядом. Парадокс. Да? Ну, я понятно, что там все вообще бросаются. не вижу проявления этого. Или вы считаете, что там тоже есть? Где? Тоже есть? В России? Нет, в В Украине. Украине. В Украине я тоже не вижу. Я вам говорю то, что говорят россияне. Вы хотели меня за это сейчас побить? Нет. Нет, я хотела понять. Я даже с удовольствием поддался бы, но мне никогда я так не говорю. Нет, ну почему? В Украине есть фашистские Я, организации, например, не как и везде, но они не влиятельны, они не имеют никакого влияния на политику. Хорошо, это не вопрос, это пояснение, потом останетесь, подробно объясните. Да, я сам ухожу сейчас от этого, чтобы не получилось. Национализм. Да? Я ни разу не услышала в ваших системах или категориях, вы куда вы относите национализм? В какую систему ценностей или классификации? Потому что вот у вас есть фашизм, затем большевизм, национал-социализм, а вот есть же, наверное... Это когда мы его спектр, да, чертили? Вы об этом вы хотите, да? Ну, вот я просто Куда мы в не этот спектр можем поместить национализм, к примеру? Ну, как сказать, ведь национализм, смотрите, в отличие от других идеологий, принципиальное отличие идеологии национализма от всех других, от всех остальных, что национализм имеет в сравнении с другими идеологиями наименьшее, скажем так, содержательное наполнение. Он скорее форма. Поэтому национализм может быть крайний, и тогда это будет национал-социализм, и мы все его хорошо знаем, да, нацизм, к примеру. Национализм, скажем, в хорошем смысле слова, я обычно даю как бы в позитивном и в негативном, два смысла. Когда нация борется за национальное освобождение, да, то национализм имеет позитивное содержание. И вот какое содержание, скажем, экономическое, политическое, культурное они туда кладут, это вопрос ситуации, места и времени. Чаще всего мы говорим о том, что это все-таки демократия, и тогда говорим о национал-демократах. Да? Но где они? Они могут быть близки к либералам, по своим взглядам, да? Но когда они пишут свои программы, они должны у кого-то взять. Так вот, четко прописанные программы идеологические, они есть у таких классических идеологий. Консерваторы, коммунисты, либералы, консерваторы. Там вот это устоявшееся. А эти вот, ну, как... Объяснил? Значит, хорошо, давайте пойдем дальше. Теперь что я буду делать? Я попробую вначале вот этот вопрос, теоретический сугубо, показать вам на слайдах. И потом я буду показывать на России, как вот это все больше проявляется. Хорошо, давайте вот то, что я сказал. Можно обозначить таким словом, как парадигмы. Опять же, я вот строго не использую здесь слова. Вот коллективистская, да, парадигма, индивидуалистическая парадигма. Выражаются они вот в либерализме и тоталитаризме. Тогда. Тут много спорных в понятиях, потому что я могу объяснять, если хотите. Государство. И тогда, как я говорил, да, тип государства. Вот он правовой, вот тоталитарный. Ну, тут просто. Правовое обеспечивает максимальную свободу. То есть его задача примирить свободу одного со свободой другого. Не как бы ее, скажем, не ограничивая ее неоправданно. То есть только оправданные ограничения. А тоталитарное это напротив. Это тотальный контроль, то есть максимальное ограничение свободы. Я сейчас это покажу. Кстати, вот на что я прежде всего. На бегство от свободы мне очень нравится, в этом смысле много сказано. Карл Поппер, «Открытое общество и его враги». Опять же, чтобы не затерто еще когда-то. Я понимаю, что это сейчас ретро, да, но кому это надо, все в интернете, все и так далее. Но есть, для чтобы вот предметность некую соблюсти. И тогда вот давайте с определением. Тоталитаризм, ну такое простое определение.
тип политической организации общества, подчиняющий всех единой цели и осуществляющий всеобъемлющий контроль над человеком со стороны государства. Вот этот тип государства, а дальше еще шире политическая система. И главное в нем, системообразующий его принцип монизма. Моно, одно. То есть там одна цель на всех, одна идеология на всех, партия, которая несет эту идеологию. Форма собственности, кстати, тоже, как правило. Ну, в Германии там, знаете, были там особенности некоторые, но тем не менее, на экономику давление было постоянно. Стиль культуры, что слушать, петь и прочее, да? И лидер один. Откуда часто еще дальше и культ личности. И, конечно, в основе этого тоталитарная культура. Кстати, интересно, на тоталитарную смотреть и различать ее как-то попытался для себя от авторитарной. Которую авторитарную мы знаем, более-менее. А вот когда в ней проскакивает и начинает наблюдаться тоталитарное, это интересно, вот когда я анализирую и смотрю по сторонам. Потому что массовизация, она ведь может быть и в условиях демократии. Вот почему демократию часто обвиняют в тоталитарных тенденциях. Да? Ну, когда вот масса начинает давить мнением своим, да, авторитетом или еще каким-то. Принудительный активизм, что отличает от авторитарного режима. То есть авторитарный режим, вы знаете, да, это вот не занимайтесь ничем, не интересуйтесь политикой, пассивность лучше. Здесь активизм. И, кстати, забегая вперед по России, да, активизм проснулся. Подчинение массе. Вы просто для себя мыслительно делаете, да, какие-то вот параллели. Философия борьбы обязательно. Да, что советский, что нацистский там режим, но все это борьба, единство и борьба противоположностей, там можно обосновывать в одну сторону, в другую. Бездумное исполнительство, коллективная ответственность. Очень интересные вещи. Рассмотрены были, так, у меня с собой нет, так называемое дело Эйхмана, да, интересно, может быть, кто-то видел в интернете, там в свое время Ханна Аренд написала работу «Банальность зла». И вот там как раз его случай был. Мысль такова, что национал-социализм сам по себе базировался не на исчадиях ада, как нам кажется, а на обычных немцах, которые отличались всегда порядочностью, точнее, стремлением к порядку и исполнительностью. И говорили, а мы исполняли приказ. Вы можете просто вот к повседневности нашей применять, да, как часто вам приходится видеть бездумную абсолютную исполнительность. Вот просто потому что приказали. Потому что от этого зависит мое там, положение, да, какое-то материальное там, и еще какое-то. Вот это черты, имейте в виду, тоталитарной культуры. Коллективная ответственность. Часто задумываюсь над этим, потому что это настолько, знаете, даже неосознанно в нас. Ведь тоталитарная культура в нас присутствует, потому что, ну как, спокон век, она идет где-то и наследуется нами, мы ее не замечаем. Понятно, что не вся, но черты ее есть. Коллективная ответственность на каждом шагу, когда вам говорят, когда так, коллективу ставится задание, да, а если вы не исполняете, то на вас давит не только начальство, но на вас давит коллектив. Это крайне неприятно. И не всякий может выиграть. Говорят, ну как же, ты же подводишь коллектив. Причем это ведь может быть и в корпоративной культуре, в нормальной, да, когда просто ставятся какие-то общие цели. Но когда цели идут извне, и задача всем навязать, да, то тогда очень, очень выгодно использовать именно коллективную ответственность. Потому что так человек может сказать, ну, понимаете, в нашем сознании все-таки начальство где-то далеко, где-то там моральное, в моральном таком плане, сопротивление начальству это даже хорошо. Но когда давит и начальство, и вокруг твое окружение, то вот такое давление выдержать далеко не всякий сможет. Согласитесь, да? А ведь это часто. Но именно так мы знаем, и нацистский режим использовал, ну там это было буквально, вы знаете, в таком брутальном виде. Но и постоянно через коллективы. Это я специально остановился немножко на тоталитарной культуре. Давайте другой тип политической системы. Значит, я это назвал плюралистической демократией, но не в смысле теории, потому что есть такая теория отдельно, а в смысле там, наряду с партиципационной демократией, да, демократией, так сказать, участия, и плебисцитарной демократией, другими. Значит, плюралистическое в смысле, что плюрализм положен в основу. А значит, многообразие политических сил, общественных интересов, мнений, позиций, даже образов жизни, с конкуренцией во власти и различными способами согласования существования. Вот так работает современная демократия.
в отличие от принципа монизма, в ней центральным является принцип плюрализма. Кстати, наличие партий, вот идеологии партии здесь много, а здесь, как правило, одна, потому что она, собственно говоря, ну, понятно, борется с остальными, пока их не победит. И плюрализм я здесь не буду, здесь то же самое, что в монизме, только всего этого не одно, а вот полная противоположность. Да? Пожалуйста. И правовое государство, опять же не буду, это уже такой учебный курс, да? Это вот какие-то механизмы, прежде всего мировоззренческий индивидуализм. Прежде всего. То есть, в отличие от тоталитарного государства, правовое что делает? Оно не делает вас счастливым. То есть сделать вас счастливым не его задача. Счастье вы имеете сами, и способы его достижения тоже ищете сами. То есть оно не вмешивается вообще в эту сферу. Государство знать свое место называется. Да? Вот это самое главное. Потому что в этом типе государства мы знаем, цель дается одна. И если бы мы жили сейчас вот в такого типа государства, должен был висеть плакатик, например, наша цель коммунизм, например, да? Чтобы вы понимали, что ваши цели подчиняются, ваши они тоже есть, но они, если надо, вдруг, да, они сразу забываются, подчиняются все. Вот. Здесь какова цель? Цели нет, каждый себе цель ставит сам. Здесь просто рамки. Государство что делает? Оно создает условия для достижения каждым человеком своей цели. И поэтому остальное это уже как отрегулировать вот эту игру, эти правила игры. Прежде всего через идеологию прав человека, подчинение государства праву, разделение властей, видите, и другое. Не буду вас мучить, чистая политология. И индивидуализм не случайно, да, я вот сказал, потому что индивидуализм это прежде всего самостоятельность человека. Вот если коллективизм. На самом деле ведь коллективизм и индивидуализм не противопоставляются, если уже по-серьезному подходить. Ведь правовое государство, оно тоже основано на индивидуализме и коллективизме. То есть нет такого, что здесь у нас коллективизм, не подумайте, это я не стал объяснять в самом начале. Всякое государство, всякий социум строится на таком, знаете, как взаимодействии, взаимодополнении. То есть человек должен научиться думать о себе, это индивидуализм, позаботиться о себе. Прежде всего, уметь принимать самостоятельные ответственные решения в личной и общественной жизни. Затем, что он должен? Сохранять самостоятельность мышления. Уметь. Я могу даже дальше продолжить. Экономическая самостоятельность. Да? То есть не патернализм, когда человек заботится, думает только о том, что вот от государства дождаться. Государство обо мне должно заботиться, да, там, и так далее. Я что-то заслужил. Это вот так, да? Видите, красиво. Примерно. Да. То есть индивидуализм и коллективизм, он ведь тоже нужен. Он здесь, потому что без него мы просто не сможем, без него просто-напросто не существует социум. Ну, то есть, когда каждый сам по себе, и когда нет единого целого, да, когда нет вот той общей базы, которую называют, это на Западе называют ценностно-нормативный консенсус, мы договорились и согласились в каких-то ценностях. Поэтому сразу забегая вперед, скажу, что в этой системе индивидуализм и коллективизм есть, и есть их сочетание определенное. Но когда я вот беру спектр и заостряю, я говорю, что все-таки вот это в большей степени на индивидуализм, а это, конечно же, на коллективизм. Только в этом смысле, в таком сугубо схоластическом, если хотите. Да, Олег, что-то хотел спросить. Там, если вернуться к определению вот, способности, да. Вот это? Да. Да, пожалуйста. Здесь, если сюда добавить способность принимать, дальше по тексту, а потом и нести за это ответственность. Потому что самостоятельность... А вот тут написано ответственность. Но нету личной ответственности. В этом, если бы была бы личная ответственность, то после первых же неудачных выборов Лебедько должен уйти в отставку с поста партии. А он остается раз за разом и заставляет всех биться головой в стекло. Поэтому у нас как раз в обществе присутствуют элементы тоталитаризма. Ну такие выводы. То есть, если сюда добавить ответственность, мы спокойно можем определить, в каком состоянии... Вот видите, вот Олег молодец, он креативно подходит. Он в этом определении увидел Лебедько. Это умение привязывать теорию к практике. Она мне не всегда дается. А вот так вот. Согласен. Но для меня, если я написал мысли, то я понял, что человек должен нести ответственность.
Хорошо, значит, что тогда дальше? Смотрите, я вот такую теоретическую часть сделал, и последняя, да, последняя. Вот они, если хотите, системы ценностей, две, формируются тогда. Либерализм, это вообще будет обобщение еще больше. Вы можете вполне спокойно на меня за это наехать. Вполне. Потому что здесь индивидуализм, коллективизм, вот он, да? А здесь у нас частный интерес прежде всего, здесь общий интерес, опять же, такое огрубление, да? Плюрализм, я сказал, единство, конфликт, согласие, дискуссия, воля, ну, конфликт. В современном обществе конфликт не считается, для тех, кто не считается чем-то, что нужно всячески, чего нужно всячески избегать. Нормальное отношение к конфликтам, их нужно обнаруживать, нужно регулировать, но по большому счету они будут всегда, и мало того, у них даже есть позитивная функция. Да? Они сигналят о непорядке. То есть что-то где-то не так, значит есть конфликт. Ну это как в человеческом организме боль, да, она ведь говорит о том, что в нем что-то не в порядке. Вы можете бороться с ней как? Снимать боль и этот непорядок прятать, и допрячетесь до того, что там что-то отвалится, да, у вас, либо ремонтировать. Значит, так же и в обществе. Вот одно отношение, вот другое, конфликт это плохо, это и все, кто его разжигает, естественно, враги, да, главное согласие. Вот существовать можно через согласие. На самом деле, конечно, в обществе существует и конфликт, и согласие. То есть надо просто разделять, где да, конституционное согласие, да, и постоянный конфликт по поводу реализации своих интересов. Дискуссия тоже нормально, надо учиться дискуссии, естественно. Да? Воля, это откуда взято? Вот у меня Карл Шмидт был, выступление по нему, да, и может быть кто-то видел, я сегодня, может, если успею, скажу. Там как раз вот это противопоставление очень четко. Для него вот это, либерализм, это не такая где-то тупиковая, это то, что себя дискредитировало. Это то, что вот как раз не обеспечивает волю. Воля, единство и прочее, то, что, кстати, по мнению Карла Шмидта, и способен был реализовать Гитлер в политике государства. Кстати, не глупый человек Карл Шмидт, да? Но вот не хватало ему воли и искал лидера. Несерьезность, опять же, то есть неспособность понимать серьезность положения у Карла Шмидта это так называемый Ernstfall, то есть тот случай, когда война возможна. Вот она возможна война. И что делать? И надо всем вместе объединиться, чтобы в случае необходимости бороться с врагом. Это крайний, то есть серьезный случай. Поэтому серьезность и воля того, кто способен объединить. А что либерализм? Что современный мир? Несерьезность чистейшая. Постмодернизм, посмотрите, это же вообще чистейший язык. То есть ничего святого нет, ничего, так сказать, каких-то строгих окончательных суждений сделать нельзя. Да? И только вот как Александр Сарна, который сидит постоянно улыбается. Он у меня воплощение постмодернизма. Кстати, недавно вспомнил про выставку. Выставка Марат Гельман, по-моему, да? И там очень сильно, я посмотрел передачу, на него наезжает, как обычно, Никита Михалков. И вот он с ним ведет такой идеологический спор, чисто идеологический. Вот это такой, мировоззренческий. И он говорит ему, а вот вам, у вас, и показывает слайды с этой выставки, которая была запрещена. Слышали, наверное, о ней, да? И вот смотрите, вот это, разве это можно? Или вот это? Это свято, это серьезно, а для вас ничего серьезного нет. Да? И попробуйте возразить такой ситуации. А я потом вспоминаю, серьезно, а когда заболевает кто-то из этих серьезных товарищей, куда он едет лечиться? Он едет лечиться туда, где абсолютно несерьезно, да? Но не умеют делать серьезные вещи, когда надо серьезно. Потому что там знают, что вот на выставке можно несерьезно, да? А медицину надо построить так, чтобы приезжали оттуда. Это в качестве возражения Никиты Михалкова, если бы я там был. Ну, к счастью, меня там нет. Так, что дальше? Вот теоретическую часть я такую закончил. И теперь я перехожу уже непосредственно к России. Правильно, вот здесь вот, да, смотрите. Когда мы говорим о либеральной демократии, то вот господство этой идеологии приводит к тому, что это не значит, что здесь нет идеологии, здесь все есть. В том ее особенность. Позволяет существовать всем идеологиям, да, которые, смотрите, в чем тут разница. Сегодня практически все идеологии взяли из либерализма какое-то рациональное зерно. Вот ядро, можно сказать. Никто, ни коммунисты, ни социал-демократы уже, те, кто поддерживает этот ценностно-нормативный консенсус, кто не ультра, да, кто не выступает против порядка конституционного, они в принципе поддерживают, они согласились в либеральных ценностях. То есть для них это что-то, это вот консенсус, если хотите.
А если мы берем противоположную систему, то она, как правило, исключает идеологии. Там одна идеология становится государством. Одна единственная. Поэтому специфика либерализма, да, как раз вот в этой совокупности идей. И она потом, эта совокупность идей, разделяемая всеми, может быть, партиями идеологиями, как само собой разумеющиеся, она же и аккумулирована в Конституции. Посмотрите внимательно Конституцию, да, и историю политической мысли, и увидите, что все, начиная от прав человека, правового государства, все принципы правового государства, да, гражданские и политические права, это все из либерализма. Поэтому либерализм надо понимать гораздо шире, чем то, как мы привыкли. И гораздо серьезнее. Я, собственно, с этого и начал. Я лекцию, собственно, затеял из-за чего. Я постоянно вижу в сети, да, в последнее время начал я ходить в Facebook. Вижу, как очень часто походя многие там, а вот это либерально что-то. Ну, либерально это что-то такое совсем несерьезное. Это когда человек, несерьезный, можно сказать, да, вот не умеет как по-настоящему, воли нет, условно. Тем более, что мы слышим постоянно, это Европа либеральная, это чуть ли не знаю, сводится к одному, геи, лесбиянки, что-то еще, совсем не серьезно. И посмотрите на Путина, который, серьезный товарищ. Поэтому, естественно, вот эта вот такая походя, пренебрежительное даже отчасти отношение к либерализму, приводит к тому, что мы забываем, что либерализм, вот здесь, в действительности, это основа существующей демократии. Я бы сказал больше. Демократия, вот либеральная демократия, да, заслуги либерализма больше, чем демократия. Есть даже такая, не только у него, вот книжка, которую я принес, да, например, Фарид Закария, один из известных политологов, называется «Будущее свободы. Нелиберальная демократия в США и за их пределами». Вот он рассмотрел проблему соотношения либерализма и демократии. То, что зачастую мы воспринимаем как само собой разумеющееся. Между ними вполне могут быть такие теншены. Теперь, демократия. Смотрите, вот вы могли бы мне задать вопрос, кстати, умный, да, я тоже проскочил. А как же здесь действительно, где демократия? Я все говорю, либерализм, тоталитаризм, а демократия, я же не демократ. То есть демократия какая штука получается? Во-первых, она многолика. То есть фашизм, что не опирался на демократию? Или национал-социализм, или большевизм? В том или ином виде, прикрытием ли, или действительно опираясь на волю большинства. Но демократия зачастую неплохо уживалась. Отсюда и появился термин такой тоталитарная демократия. То есть демократия может быть тоталитарной. Если это большинство подавляет, скажем, меньшинство, подавляет личность постоянно. А этим большинством управляет кто? Управляет лидер, естественно, популизм. Эту особенность демократии заметили еще, бог знает когда, Платон и Аристотель. Да? Они же, собственно, негативно относились к демократии. Для них демократия была одна из лучших форм правления. У Платона перед тиранией непосредственно. Тирания самая лучшая, если уж напомню. Так вот, демократия может быть, во-первых, везде, а во-вторых, феномен, как я уже сказал, нелиберальной демократии. Мы видим сегодня, как очень часто демократия приходит в противоречие с либерализмом, потому что демократию часто используют. Например, в переходных обществах очень часто используют правители. То есть механизмы демократии просто, фальсифицируются. Во-первых, волей большинства можно управлять. При помощи современных СМИ, так, боже мой, пожалуйста. Да? Затем выборами можно, да как угодно. Вот все механизмы демократии, по большому счету, они служат авторитаризму только так. Поэтому используют иногда такой термин конституционный либерализм. Вот что важно. Иногда конституционный или либеральный авторитаризм. То есть авторитаризм, который где-то начинает идти по пути свободы, да, прежде всего в экономике, может быть, да, где-то в гражданских правах и так далее, но не спекулирует на демократии. Затем на демократии сегодня спекулируют, скажем, исламские государства и исламские фундаменталисты. Только так. То есть приходят к власти, и через некоторое время они получают доступ к власти, от свобод ничего не остается, потому что ислам, вы понимаете, как относится к свободе. Причем иногда используют не только демократию, я скажу больше, иногда используют даже основные достижения либерализма. Потому что очень умело в глазах общественного мнения показать, например, как нарушают их права и свободы. Да? Или как где-то миротворческие силы или еще кто-то разбомбили что-то, и сразу все узнали, какие они. Вот эту тему, кстати, кто знает «Эхо Москвы» и слушает, да, любит развивать Латынина. Она современное правозащитное движение на службе исламских фундаменталистов. Что их часто используют просто, как она называет их наивными какими-то, не помню.
Так вот, это вот о демократии здесь, да? Почему я и говорю, я упор делаю так, либерализм и тоталитаризм. А демократия это уже как вы сможете прийти. И теперь я собирался перейти уже к России. Что же, да, я уже говорю, вот если тоталитаризм, если это очевидно, да? Вот я еще не доказал, очевидно или нет. Вот это, то, что это России осуществляется, я хочу раскрутить прежде всего через понятие единства. Вы видели, да, в той политической философии оно было с обоих сторон. Но вот единство и многообразие. Единство и многообразие. И вот это единство реализуется, у меня здесь, как единство, вот видите, да, народа и власти, в самой власти и в народа. Вот я решил через 3 таких измерения показать вам, как это единство в России нарастает. Ну вот народа и власти, давайте возьмем для начала. Если брать тоталитарную традицию, я уже о ней говорил, еще когда-то, во времена Платона, она была, собственно, очерчена. Принцип холизма. Государство как целое. Кстати, у него все было связано. Все в системе. Собственно, мироздание там где-то, да? Здесь государство, которое как целое. Точнее, даже еще так лучше. Человек, его душа имеет 3 измерения. 3 части. Рассуждающая, яростная, вожделеющая. Абсолютно точно так же государство, как человек отдельный, имеет в себе рассуждающее начало, оно реализуется в философах, которые должны управлять. В его системе государственной все четко, каждый делает свое дело. Потому что они знают, как должно быть построено справедливое государство. Яростное или аффективное начало – это воины, они что делают? Они управляют. Они реализуют свое яростное начало, потому что они смелые, они способны. Вожделеющее начало, производители, для них не действует та регламентация, которую обычно вводишь для первых 2 стражей. Да? Но так или иначе, смысл. Человек, вот он, целая совокупность, да? В каждом из вас, может быть, доминирует первое начало. Доминирует вас это, вы идете сегодня там куда-то. Ученые, еще куда-то там, да? Доминирует в пожарную, в милицию пойдут, да? Еще куда-то в бизнес. То есть в этом есть смысл, который Платон пытался завить. Государство тоже целое. И части его выполняют определенную функцию. Так вот, к чему я подвожу? Государство как целое, а каждый отдельный индивид – это его часть. Ну, как палец. Палец не может существовать отдельно от целого. Не живет. Поэтому, естественно, что палец должен быть подчинен целому. Каждый отдельный человек подчинен полностью единому. То есть интересам государства, интересам целого. Вот этот вот принцип холизма, он потом, собственно говоря, так или иначе, как я уже вам говорил, в тоталитарном государстве реализуется. И постоянно рефреном звучит единство. Единство и вот... А что? Давайте я вам сейчас музыкальную паузу сделаю. Я покажу, как оно средствами искусства. Неожиданно, видите, подошли, я не заметил. Я люблю показывать студентам из стилях. Видели? Мало кто знает, что это идеологический фильм. Очень идеологический. Здесь очень хорошо показано вот это вот единство, да? Как сказать, психологическое, идейное. Поднимите руки, кто не видел вообще этого фильма. Все видели? Мало, то есть основная масса все-таки не видит. Я думаю, знаете как, что сегодня, учитывая то, что происходит в России, в принципе, и учитывая вот эту его идеологическую направленность, его могли бы запретить. Потому что он просто показывает. Был советский студент ВЭЛ, теперь признание филиатор ВЭЛ. Казалось бы, всего одна буква, правда, товарищ? Такая малость. Но давайте вспомним, А что внизу? что означает имя Марс.
зашифрованы святые для нас имена. Маркс, Энгельс, Ленин. Я чуть-чуть перемотаю, да, чтобы показать там, где у нас Сталин. самые важные вещи. Или все хотите послушать? Давайте полезем. Все? Ну, пожалуйста. А теперь давайте подумаем, что означает небрежно выброшенная им буква «С». Ну, Среди нас он жил, мы шагали, строем честным парнем. Был простым героем, но правду не скрыть. Этот час настал, и вот обнажился звериный оскал. И вот обнажился звериный оскал. Ты посмел посягнуть на святая святых. Где твои идеалы? Ты плюнул на них. Ты за яркие тряпки врагу продаешься. И с совестью честью легко расстаешься. Но ты не победишь, наша цепь не прервется. вот в России сейчас, паузу. В России был такой термин популярный, может быть, его управляемая демократия. Да? Вот сейчас в этом моменте вы посмотрите, как он работает буквально. Да? Это что, тоже, вот допустили небольшую демократию, видите, они там что-то там пытаются, да? И как она быстренько тут, смотрите, снимается. Ты под музыку копцик не смеешь плясать, не смеешь кривляться и нас предавать. Такого, как ты, не должно быть рядом, когда мы единым идем отрядом. Нам партия, мать, комсомол, наш отец. Ну-ка ты стоять, хорошо, молодец. Мы не станем петь под чужую дудку. Нам радостный город играет побудку. Здесь не место таким подлецам и подонкам. Все свои идеалы оставляют потомкам. Здесь хором своим по течению гребя. Здесь новую идут единение любя. Нам радостно дальше идти без тебя, Да. Я хотел просто сказать, мне эта песня очень нравится, и изначально он научился Помпилиуса, Бутусова. Насколько мне известно, в лирике этой песни была такая фраза: «За красным восходом коричневый закат». И цензура 80-х годов конца сделали розовый закат. Все. Ага. Ну да, да, может быть. Нам радостно жить, нет, жить единение любя.
вот одни из ключевых слов, да, видите, вот единение. Это они очень красиво построили, и визуально, это и песня ложится, мне кажется, просто очень здорово. Так, ну вот единение и единство, да, единство, как оно, я сейчас по России, да, вот политическое единство, ну, прежде всего, сама единая Россия, да, образованная путем в 2001 году, видите, да, в форме объединения вот, политического движения единства и отечества всей России. С 2003 года парламентское большинство в Государственной Думе, с 2007-го конституционное большинство. То есть сегодня может принимать практически любые решения, не считаясь иными политическими силами. Очень удобно. Да? Затем, ну я тут просто такие, знаете, самые яркие сейчас моменты набросал, чтобы вы вспомнили, о чем идет речь. Скажем, наши общероссийская общественная организация «Содействие», так она буквально расшифровывается, «Содействие развитию суверенной демократии», такой термин часто будет использоваться, созданная администрацией президента России путем организации, ну и так далее, да, существовало с 2005 по 2013 год. Наши, само слово, оно как бы очень хорошо подчеркивало вот это стремление все-таки отделить наши от не наших. И у них были такие акции, когда они изображали, опять же, там, не знаю, в фашистском шлеме, там, ну, и еще как-то, лидеров, либеральных лидеров, с их точки зрения. Понятно, Олимпиада в Сочи к этому много готовилась для того, чтобы это единство как-то засвидетельствовать. И там было грандиозное шоу, которое об этом же, вы знаете, да? Об этом много написано было. Затем, конечно, кульминационная точка присоединения Крыма, и вот оно, вот видите, да, приросла, а сколько было, сколько было всего. Ну, а на эту тему я не распространяюсь, потому что все здесь, я вижу, подкованные, все следили, все знают, как это все было. Ну и последний, пожалуй, тут вот штрих, который не удался, ну, пока не удался, может быть, совсем не удался, как хотите. Проект «Новороссия», который тоже много чего там по этому поводу. Значит, следующий момент. Как это единство обеспечивалось? Народа и власти. Значит, антиамериканизм, который давно существует в сознании постсоветского человека. Но надо сказать, что в начале 90-х годов он был совсем слабо выражен. Это говорит о том, что все-таки это такие целенаправленные усилия потом по разжиганию антиамериканизма. Это тот самый козел отпущения, благодаря которому легко дружить, да, то есть дружить против кого-то всегда гораздо проще. Это объединение происходит само собой. Антизападничество в целом. Кстати, я не сказал, да, об этом, что вот то, что я говорил, либерализм и как бы вот тоталитаризм, если брать идеологическое поле, то вы, наверное, заметили, что в той информационной войне, которая идет уже, собственно, второй год, да, можно сказать, и я на эту тему читал, кстати, лекцию в прошлом году публичную, так там довольно четко сформировалось, да, два как бы лагеря. Это западный мир, это олицетворением которого является такое пресловутое слово, даже используется интересно, либерасты. Вот либерасты, все, кто отстаивает это вот в сети, да? И, что самое интересное, посмотрите, и кто против них. И там, я не знаю, у меня пальцем не хватит. Начиная от национал-большевики, да, нацболы так называемые, там, анархисты за царя, да, монархисты, точнее, монархисты за царя, анархисты против власти, да, всякое там, евразийцы, там, пожалуйста, там, кто там еще, кого. В общем, я как-то, помню, задался целью, там, руки не хватило. Это все вместе против либерализма. Это говорит о том, что вот это, и все вместе вдруг, да, казалось бы, какие-то веки там большевики, да, коммунисты, да, и монархисты, они же, собственно говоря, друг друга уничтожают. И сегодня вот там опять проблема встает вот, на останки царской семьи, там, да, вот все это, вот, эта тема вновь поднимается. И там же явно их противоречия, да, но нет, оно сглаживается, все легко. Ленин в мавзолее, останки скоро рядом будут, да, без проблем. Почему? Когда речь идет об объединении против либерального Запада. То есть против либерализма. Вы видите, какой мощный объединительный такой стимул, да? Вот этот враг общий. Потом, естественно, Украина, и причем вы видели, как интересно использованы фашисты, как фашисты в данном случае, как такой
если хотите, архетип даже, да, может быть, уже какой такой, связанный с войной, с объединением, опять же. Потому что тогда ведь тоже объединились все. Да, и сейчас, естественно, против фашистов. Хотя основания для того, чтобы там найти, как бы, вот, и приписать им, как вот спрашивали, да, настоящие черты пожили. Но хунта то же самое. Пытались как-то, я помню, в телевизоре смотрел, кого-то попытать, а в чем же вот обоснованность вашего понятия? Никто ничего не дает. Красиво. Работает, да? Выполняет функцию, если хотите, ту, которую предназначена. Ну, образ врага зачастую и пятая колонна сюда уже подключается, потому что, ну, те, кто рядом, но не думает так же. Ведь, собственно говоря, вот то самое, то, что я говорил о Карле Шмидте, да, когда ситуация врага, когда ситуация реальной войны, то тогда и происходит это объединение, естественным образом, то всякий, кто не подключается, он ведь служит на руку врагу. Поэтому, естественным образом, пятая колонна. И не случайно же, кстати, что Путин использовал это слово из лексикона, из нацистского лексикона, национал-предатель. Слышали, наверное? Откуда же оно пошло? Ну, то есть другого, более удачного, как видите, не нашлось в данной ситуации. Так, затем, ну, это много, это я вот просто вот показать достал. Исторически, конечно, изменения, можно зафиксировать некое изменение в отношении просто к власти. Если вот суммировать, то это от эмоционального отношения к такому более разумному. И тут у нас обожествление и инструментальное отношение, от таинственности и загадочности, публичности, да? От любви, преданности, обожания, доверия и недоверия. То есть, ну вот это вот легко, да? Это вот, собственно, и есть либеральная современная традиция. Да? Потому что мы вспомним там, как, если взять в Америке, да, все внимательно поизучали личное дело там Билла Клинтона, да, его отношения с Моникой Левински. То есть это вот по поводу публичности и открытости. Да? И спрос власти – это инструментальное отношение. И в России сегодня, конечно, вот доминирует эта традиция. Это здесь, чуть ли не здесь, чуть ли не. Хотя есть, ну, тоже есть. Я сейчас покажу, кстати. Сейчас покажу. Я сейчас дойду, у меня несколько слайдов, потом я покажу, как это выглядит, да, сейчас. Затем, как способ обеспечить единство, переписывание истории, в котором уже нет как бы тех противоречий, которые были. Но это, по большому счету, это нежелание делать выводы из истории. Ведь смотрите, сегодня в России вот эта вот нерешенность проблем, в отличие от Германии, которая в свое время поставила задачу, что сделать? Сделать выводы, да? Покаяться, там была как бы целая кампания, сделать выводы и никогда больше. Да? И тогда можно идти. В России этого сделано нет. Вы понимаете. И поэтому вот такая странная эклектика, которую я говорил, да? Монархисты и коммунисты, пожалуйста, вместе. Название улиц. Вот сейчас там, по-моему, сейчас проблема идет. Переименование метро Бойковское. Да? Ну вот если подойти строго, ну кто такой Бойков? Да? Ну вот за что его? Да? Его скорее наоборот надо было. Да? Но вот и вот это вот противоречивое отношение, оно чувствуется в том, как власть ведет себя в данной ситуации. Скорее всего, и не переменим. И причем это будет волей народа, да, сделано, потому что там референдум. Затем героическое прошлое. Ну, вы видели, что вообще какие формы принимает сегодня праздник Победы. Я иного слова не найду, как ужасно. Это ужасно. Потому что если опираться на все, что написано очень толковым писателем на эту тему, ну, такими как там Никулин, да, затем там Быков, Астафьев, ну и вообще то отношение, которое было свойственно к войне долгие годы, кстати, после нее, собственно, не праздник, а, так скажем, день памяти, да, день скорби и так далее. И что было в последний раз, вы видели, да? Какие наклейки были, какое отношение, что мы, если надо, еще раз повторим и так далее. То есть вообще ничего нет. То есть это запредельно. Это, конечно, такая милитаризация сознания. Кстати, вот милитаризация, которой, надо сказать, не было в советское время. В советское время, хотя мы тут спор даже у нас был теоретический такой спор, он говорит, что вот было. Я не помню, что в 80-е годы такая милитаризация сознания, как сегодня. Потому что это можно было бы даже, это знаете как, я бы даже это показал, не удержусь вам, потому что времени немного остается, средствами искусства.
милитаризация сознания. Это лучше всего проявляется, вот, когда без слов. Или тоже хит, один из хитов интернета. Он, товарищ, не совсем нормальный, да? Но он по наивности своей проговаривает все, что есть. Я Астахов Сергей, патриот страны России. Россия, наша Родина, самая великая, самая лучшая, самая мощная, самая красивая страна в мире. Я, Астахов Сергей, сейчас буду танцевать патриотическое движение. По национальности я русский. Ну, вот понятно, да? И как Наши дальше? православные Вот это все было бы смешно, самые правдивые. если бы не было так грустно. На самом деле, откуда он все это взял? Он ведь звезда как бы Ютуба, да, очередная. Он понимает, что это все там происходит, в этом все варится. И он выражает то, что популярно, то, что последовательно. Наш Дмитрий Рудоковский, короче. Да. Значит, в итоге, смотрите, в итоге переписывание истории, единство власти. Я, к сожалению, по времени, да, мне показывают, что у нас уже время, я не знаю, как нам делать. Но я тогда бегла, да, смотрите. Если говорить о единстве власти, то в целом в мире, ну, либеральная традиция, власть, она как бы размыта. Помимо политического руководства, или того, что называют главным, она так или иначе, ее частичку носит политические партии, бизнес, потому что власть экономическая, да, отдельно, СМИ, культура, ну то есть люди культуры, те, кто обладает властью над умами. Общественное мнение имеет свою толику власти, гражданское общество и даже интеллектуалы. То есть видите, как размыта власть. То есть вот если брать ее в таком не политическом смысле, да, она просто вот размыта в обществе. И основной вопрос, который при этом встает, решается, как ее контролировать. И контроль, на самом деле, существует как со стороны государства, так и со стороны общества. Я опять же говорю быстро. Правовые механизмы продуманы, начиная от верховенства права, ограничение сроков правления президента, судебный контроль, даже процедура импичмента. Права человека, естественные границы вмешательства государства в жизнь индивида. Политические механизмы. Выборы, наличие оппозиции обязательно, которая дает альтернативу, да, какую-то обрисовывает, критику и прочее. Разделение властей, многопартийность, парламентаризм. Если будете примеривать, да, что к России, что к Беларуси, ничего не работает. Все, вот, как бы так, форма внешняя, да, содержания нет. Причем это произошло не сразу, а можно проследить еще общественный контроль, свободные СМИ, общественное мнение, гражданское общество, независимая экспертиза, опять же критический интеллектуал. То есть общество на определенном этапе своего развития, гражданское общество, прежде всего, способно к тому, чтобы контролировать власть, каким-то образом спрашивать с нее. В России, вот, опять возвращаюсь, поэтапно происходило уничтожение, дисперсия власти. Помните с телевидением, что было? Да? Начиная там с Гусинского и других. Когда телевидение, НТВ там дело началось, да, и прочее. Что мы имеем сегодня с телевидением, да? С бизнесом. Бизнесу просто показали свое место, да, на деле Ходорковского, да, чтобы он, в случае чего. Манипуляция общественным мнением, с ключом социологии и СМИ, это известная тема. Манипуляция со сроками правления, так называемая рокировочка, про которую говорит Путин, да? Это 6 лет правления, которые ввели, опять же здесь, да? Антиконституционные акты парламента. То есть парламент, который должен быть одной из ветвей власти, что делает сегодня? Его не случайно называют взбесившимся принтером. Начиная с закона Димы Яковлева, послужившего, иными словами, называли еще закон подлецов.
Помните, да? Слышали? По поводу усыновления детей. Да? А ограничение деятельности НГО – это так называемые иностранные агенты, кому хочется называться этим, да? Помните тоже? Закон о митингах тоже абсолютно драконовский и репрессивный. Что получается? Ну и я тут добавил такую парочку таких законопроектов, чем занимается вообще Дума сегодня, насколько важны эти вещи. Ну, например, там, песни иностранные по радио, потребление даже чеснока. Очень важно, очень важно. Что это? О чем это говорит? Это говорит о том, что вообще-то хитро действует, да? Принцип правового государства запретительный. Чем занимается государство? Смотрите. Неразрешительный. Кстати, студенты на этом часто ловятся. В тоталитарном государстве действует разрешительный принцип. Потому что в правом государстве что делает государство? Оно очерчивает вот эту сферу, запрещенную. Все остальное не очерчено, это на ваше усмотрение. Правильно? Вот это и есть запретительный принцип. Тоталитарное государство действует разрешительно. Оно очерчивает сферу разрешенного. Вот вам это разрешено, да? А остальное запрещено. То есть оно занимается разрешением. Ну, это я так вскользь. На самом деле, ведь, казалось бы, в России все действительно в соответствии с правовым государством. Но сфера запрещенного начинает разъезжаться, если бы я нарисовал. Вы же поймите. То есть она наехала на все основные гражданские права и свободы. То есть сегодня уже шутят, а что бы еще там в Госдуме запретить? Да? Еду. Еду, да. Ну, разве что. Ну, еду формально, да, то есть получается. Затем, процесс концентрации власти. Опять же, абсолютно нелиберальный. То, что свойственно тоталитарному государству. Пошло назначение губернатора с 2005 года, отмена выборов. Вытеснение оппозиции из парламента путем принятия заградительных барьеров, там 7% было, да? Сейчас в парламенте оппозиция это не оппозиция. Вы понимаете, что там за оппозиция, да? В лице Жириновского там, или коммунистов. Разрушение механизма разделения властей, парламент не место для дискуссии, и понятно, что он полностью под контролем президенту. Фальсификация выборов, о которых говорили неоднократно. Политбюро 2.0 – это такая концепция, согласно которой вообще России правит избранный круг лиц, да, который, в общем-то, ну, так, олигархический слой, да, то есть, собственно, олигархический капитализм есть, или авторитарный, олигархического типа. Но есть новости в этом отношении, потому что последние события, год, может быть, говорят о том, что и Политбюро уже незначимо, потому что решение принимает один человек. Это очень хорошо видно, когда понадобилось принимать очень важные решения. Например, о вводе войск в Украину. Помните, да? Что делает Совет Федерации? Единогласно одобряет. Единогласно. Последнее событие в Сирии. Что делает Совет Федерации? Единогласно. Ни одного вопроса нет. Ни одного. О чем это говорит? Это говорит о том, что концентрация власти достигла своего логического завершения. Один человек, он виден, да? Видите, как это выглядит? Майки потом, да? Вот тоже интересно, мы не задумываемся, да? Но смотрите, у нас ведь как бы тоже не демократия, по сути, да? Авторитаризм. И, кстати, об этом говорит наш президент открыто, что позволяет и мне тоже открыто абсолютно стабильно об этом говорить. Я же президенту-то верю. Он говорит ведь как? Неоднократно, помните? Он говорит, да, авторитаризм, он ругает тогда. Ну, народ так хочет. Народ так хочет. Что делать? Так вот, а различие, смотрите, в чем различие? Ну, я не беру там стилистические, понятно, потому что там власть такая. У нас она такая, скорее, знаете, патриархально-крестьянская. Да, вот. Оно понятно, откуда все это. А у них ведь такая власть пацанская. Пацаны, да? Пацаны, они там, эти силовики, да? И они ведь выглядят иначе, посмотрите. Они ведь выглядят... вот они люди, да? Люди действуют. Кстати, между прочим, кто помнит по фашизму, если брать фашизм, он, как бы опираясь на традиционные некие представления, он имеет в себе такую, как бы, антимодернистскую направленность, антиинтеллектуализм, то есть люди действия. Не люди вот эти рассуждающие, вот эти, ну, современным языком, ботаны, да, а люди действия. Вот на кого надо ориентироваться. Вы посмотрите, кто будет сомневаться, что это люди действия? Да? Вот я возвращаюсь, да, вот сюда. Вот он. Сила в Путине. У кого Путин, тот и сильнее. Самый вежливый из людей. Шутка, кстати, которую обронили, между прочим, кто-то из политиков российских, стала вот таким мэром, который пошел по обществу. Да? Вежливый. И он уже лидер, он уже и доброту олицетворяет. Мало того, он уже олицетворяет что тут? All you need is peace. То есть мир, на самом деле, откуда идет. Чтобы вы не сомневались. Понимаете, то есть вот культ
Не знаю, как хотите. Но мне кажется, что все-таки, если сравнивать Беларусь и Россию, культ вождя ярче выражен в России. Потому что у нас же никто, как это говорят, в России, разобрали в магазинах майки с Путиным. Нету. Спрашивают друг у друга, да? А где? Дайте там. У нас майки с Лукашенко не разобрали? То есть не было пока ажиотажа не было. Те же россияне разобрали. Те россияне, да. Так. Украинцы разобрали. Еще что я успею. Я просто... А мы в Беларуси перейдем? В Беларуси? Или как часть России? А я, понимаете как, нет, я изначально, когда говорил, да, я не говорил, что мы будем говорить о Беларуси. Название мероприятия. Да, не было, потому что, понимаете, я не успеваю то, что я хотел сказать, да, а по Беларуси совсем не успеваю. Единственное, что вы можете как-то, во-первых, применить свою такую вот, не знаю, экстраполяцию, да, креатив. Потому что ведь когда я говорю о тоталитаризме, о каких-то идеях, да, то идеи, они границ не имеют. Да, поэтому, естественно, мы можем наблюдать, то степень ослабления, степень будет иная, скажем, ослабления идей. Но, и я со студентами так работаю, если я вам даю знания какие-то о чем-то, да, применять это ваше право. Поэтому, ну, замысла не было по Беларуси. Хотя высказаться вы можете. Так, а у нас что по времени? Уже мы исчерпали, да? Можно уже переходить до... Давайте тогда так сделаем. Смотрите, давайте тогда, вот как мы и планировали, что кто-то, может быть, выскажется, а я быстренько еще посмотрю, может быть, что-то очень-очень важное и интересное я забыл. Я тогда вам после этого покажу. Хорошо? Пробегусь. У меня просто 2 презентации там. Я сокращаю их по ходу. Не могу сразу сориентироваться. Пожалуйста, стоп. Возражения, там, может быть, добавления, соображения на эту тему. Да, пожалуйста. Вот у меня вопрос такой, ваше отношение к этому. Когда было последнее интервью Путина, его спросили, ну, как соотносятся ваши действия вот, с российской элитой, как элита представляет. А он ответил, что у нас какая у нас элита? У нас элита может быть какого-нибудь Столивара. То есть это вот соответствует ли фашистскому такому мировоззрению эгалитарное общество, где нет элиты, где есть просто группа лиц, которая верховодит, а остальные все, то есть как бы размазаны, все одинаковые, элиты нет. И в нашей стране наоборот, можно назвать элитарным обществом, то есть мы формируем элиту, и президент не возражает, что он признает этих людей, свободу мысли, свободу высказывания, свободу собраний, свободу лекций. Вот у нас есть уже существенное отличие между 2 системами, которые в России и у нас. Вопрос? Да. Вот это, видите ли вы это вот? Кто-нибудь знает ответ на этот вопрос? Нет? Олег, боюсь, что нам придется отложить. Очень сложный вопрос. Хорошо, не вижу препятствий. Можно простой вопрос? Методологический такой вопрос, да? Хотелось бы ваше мнение, Вячеслав Владимирович. Иван, извините. Вот как вы оцените работу такого объекта, как линия Сталина, и то, что там происходит у нас, вот эти праздники, вовлечение детей, вот этот, как это, милитаристическая какая-то идеология, является ли это в какой-то мере, в какой вот сходом к фашизму? То есть сталинизм, линия Сталина, соответствующие праздники, символы. Можно ли это принимать за проявление фашизма? Знаете, вот давайте посмотрим на эту схему, да, потом я говорю. Вот я пытался доказать, что вот это все больше начинает проявляться. Кстати, чуть-чуть не дошел, некоторые моменты не назвал. Но вот то, что вы назвали, это попытка использовать историю как инструмент для объединения нации и лидера. Ну, прежде всего, нации самой. Лучше всего, пожалуй, на данный момент, и в таком обществе, как Беларусь или в России, в качестве объединяющего такого начала служит история, героическая история. Смотрите, вот страны развитой демократии тоже ведь нуждаются в единстве, потому что единство во всех отношениях, оно способствует как бы процветанию, там, да, ну, хотя бы даже такое, скажем,
понижает порог преступности, если хотите, да, национальное самосознание, там, ну и так далее. Единство нужно всем, но воспитывать его и поддерживать можно на разных. У нас, к сожалению, крен постоянно идет в историю, в героическую историю, причем там, где воевали. И, может быть, потому что у нас нечем или мало чем мы можем гордиться настоящим. Скажем, Америка гордится тем, что они создали государство, которое там, скажем, воплотило идеи там, разделения властей, да, демократии, того же либерализма, что они там обеспечили благосостояние на высоком уровне. Ну, есть чем гордиться. А у нас пока нечем, и мы тогда что делаем? Мы достаем историю героическую и говорим, а вот мы спасли его. И постоянно напоминать об этом в виде линии Сталина или еще в чем-то, это попытка консолидировать. То есть вот феномен, он тот же. Вот сделать более единым, гомогенным обществом. Кстати, у нас на выборах перед этим звучало «мы вместе», да, «мы едины». По-моему, так это формулировалось, где-то в этом ключе. Поэтому линия Сталина. Не то чтобы даже милитаризация, хотя вот в России, например, в большей степени милитаризация проявляется, потому что там все-таки вот сейчас войны уже, да, войны просто идут. И поэтому там милитаризация буквально, милитаризация сознания, поведения, если хотите. Люди, которые ходят постоянно в камуфляже, да и прочее, это становится, так сказать, чуть не герой нашего времени, да? То у нас все-таки не столько милитаризация, я думаю, а не для милитаризации, сколько для обеспечения необходимого единства. Чтобы поменьше было тех, кто думает иначе. Да. Меньше таке питання, розвага, і вона тичиться якраз ну, установки самої лекції на головне питання. То есть, ну, коли не чіпляться там до неких там, категорий, понятков и так далее, ну, вы меня упевнили, что там, на постсоветской просторе, на российской просторе, вот идея, ну, такая хваля повставания фашизма. Так? Упевнили. Я бы сказал так, значит, тоталитаризм, в котором начинает набирать силу фашизм, которого раньше просто не было, да? Ось він повстає, і ми це назираємо і погоджаємося, що ось, ну, так яно і є. Але якби, питання ж не у тим, ці є воно, ці ні. Бо ми ж не на Марсі і, ну, і назираємо, а ось там недзе у тих, у чоловічках там щось відбувається. Це відбувається навколо нас. І я ось, слухаючи вас, згадую книгу, яка, ну, ось мене у свій час вразила і протягнула вражувати, це Уильям Ширер «Берлінський дзённік». Гэта дзённік амерыканскага журналіста, які у 1933-1935 годзе быў у Берліне і назіраў паўставанне фашызму. І вось самае, ну, як бы цікавае ў гэтым дзённіку это паступовае штодзённае разуменне вось нарастання гэтай хвалі. У яго не было тэорыі, там чагосьці яшчэ, але там абсолютно зразумела, вось што наступае. І все, што як бы маглі разумець там разумныя людзі, вось яны гэта бачылі, яно наступіла, і тады мне падаецца пытанне, што тым, а ці ёсць увогуле нейкія, ну, не ведаю, ступары, там, механізмы, штосьці, што можа спыніць гэта. Бо, ну, вось мы разумеем, што яно ідзе. І што? Што спыняе? Ці трэба, ну, каб катастрофа чарговы раз адбылася, і потым, ну, як бы, далей пакаялись, там, ну, і так далей. Да. А у меня трошки питание, может быть, и протяг. Это меня супало трошки, что Тетяна с тем, что я подумала в том аспекте, что коли была заявлена тема, да, и либерализм, фашизм, да, я одразу разумела, что это будет, напевно, у меня же как раз політологічного аспекту буде розглядатися. І как бы я була не здивлена, коли в який момент розмова прийшла до тоталітаризму, до предмету тоталітарної держави там, і таких ніяких нюансів. І в сувязі з цим, как бы, особисто я розумію, що навіть у державах з ліберальної демократії є фашизоїдні тенденції. І, відповідно, как бы, питання в тим, що как бы, просто в межах політологічної науки це немагчимо зашити, або треба більш широко глядіти на проблеми, коли ми хочемо практично змагатися з фашизоїдними тенденціями в конкретній громадстві. Що тут питання про це. Тобто політологічна наука – це відказ на це незначний, як я зрозуміла. Все ж таки є некий отказ. Ну, я ведь не читал, я не читал лекцию как бы, по политологии, как бы не было такого, да, замысла. Хотя, конечно, обращался к нему, потому что речь идет о таком, скажем, сугубо идеологическом дискурсе, в котором, в принципе, равны все граждане. То есть мы все живем здесь, да, мы все выбираем идеологию,
мы все каким-то образом сталкиваемся, да, поэтому здесь речь даже не о политологии, это просто так, чтобы несколько там грунтовно более это было. А вот что касается, что делать, ну вот и с этой же точки зрения, если, я как бы вот Иван брал интервью, я даже там об этом и говорю, что если брать, например, лично меня, я как преподаватель, да, и я как гражданин. Вот как преподаватель я стараюсь, по крайней мере, объяснять то, что я вижу. Ведь, смотрите, собственно говоря, с некоторыми вещами происходит нечто, что мы не замечаем иногда. Вот, кстати, Эрик Фром здесь, в его работе, то же самое писал, то, что вы сказали, я совсем маленький такой. Видите, когда фашизм пришел к власти, люди в большинстве своем не были к этому готовы, ни теоретически, ни практически. Они были не в состоянии поверить, что человек может проявить такую предрасположенность к злу, такую жажду власти, пренебрежение к правам слабых и такое стремление к подчинению. То есть, собственно говоря, не только ни практически, ни теоретически. То есть вот, люди не верят в это. И, кстати, многие в Германии, собственно говоря, и к концу даже, к разгрому уже, они ведь не знали о злодеяниях фашизма, да? Они даже не понимали этого. Ну, зараз, может, все это ведаем? Почему? Ну, хто не ведае про злодеяние фашизма? Ну, ось, гэтая веда ёсць. І ці забяспечвае яна тое, што гэта на ново не прыходзіць. Ну как же, вот вы хотите сказать, то, что я показал про Россию, это все связывают с фашизмом, это с нарастанием тенденций, или это просто, вот скажем, мы отменяем выборы губернаторов, это что, как-то связано? Или, скажем, там, или как работает взбесившийся принтер, или еще что-то, это прям всем так понятно, да? Мне кажется, все сложилось в единую систему, что речь идет о том, что общество, да, нарастает в нем тенденции тоталитаризма. Я бы не стал его однозначно обозначать как фашизм, это скорее, ну не знаю, для такого вот, может быть, такого пиаровского, может, в плане пиаровского хода, потому что очень много чего не хватает. Очень много чего не хватает. Вот если вы спросили меня, а чего не хватает России, например, сегодня для того, чтобы называться фашистским режимом, потому что я лично не называю фашизмом, там нет фашистского режима. И фашизм на самом деле не так силен, как нам кажется. А чего не хватает? А что на самом деле там, у меня, кстати, здесь было это, интересный момент, я прошу прощения, как раз вы мне подсказали, я вам его покажу. Это, кстати, имеет отношение и к Беларуси, между прочим. Сейчас. Да, пожалуйста, можно следующий вопрос, а мы тогда... Вячеслав, вот смотрите, я сейчас вам сразу отвечу, да? Эклектичность. Я говорил о том, что в России сейчас как фашистские, так и большевистские, если хотите, и какие-то еще тенденции, которые, ну, почвеннические, если хотите, да, они уживаются. Это такая вот, это месиво. Это месиво, поэтому фашизм там только часть. И я еще вот на что бы обратил ваше внимание, я не верю, лично я, что руководство в России на самом деле имеет какую-то приверженность, например, фашистской идеологии. Вот лично для меня. Я считаю, что используется как прикрытие. Одни, другие, третьи, Дугины, кто угодно. То есть это то определение, кстати, с чего можно было начать. Определение фашизма. Оно разное, да? Есть психологические определения. Есть определение, там, Марксизм давал, да, это там мелкобуржуазная его природа, если хотите. А есть то, которое на 7-м конгрессе Коминтерна, интересно, тогда пытались отгородиться и четко размежевать, да, вот что вот социализм, национал-социализм с социализмом не имеет ничего общего, да, и назвали это феномен, скажем, порождения, там, собственно, финансового капитала, по сути дела. Так вот, на мой взгляд, это определение сегодня как нельзя кстати больше водится, потому что те, кто стоят во главе России, это действительно финансовый капитал, который использует любые идеи, если надо, отчасти фашизм, и проходит немножко, но до определенного момента. Я, например, считаю, что до сих пор те, кто управляет вот этой всей закрутившейся машиной, они считают, что они в любой момент могут прекратить. Они настолько поверили во всесилие пропагандистской машины и СМИ, что они считают, вот так, как мы разожгли сейчас, вот это, что все крутится, да, мы в любой момент захотим и свернем. Вот в этом опасность. Я лично не верю, что они искренне там проповедуют какой-то фашизм. А вот то, что они могут манипулировать, да, вот сейчас, например, на Сирию переключим, а завтра вообще куда-нибудь, дабы не потерять рейтинг. Это хитрая игра, на самом деле. Поэтому я бы не стал говорить, что вот сейчас нарастает фашизм, с которым надо бороться, и что Путин главный фашист. Это было бы упрощение совершенно. Это было бы абсолютно упрощение. Да. Я говорю о нарастании фашистских тенденций, о тоталитарных тенденциях, в значительной степени проявляющих себя как фашизм, но фашизм здесь, повторяю, вот такая только небольшая. В последнее время как раз ограничения вот эти проявляются в конкретных событиях. Вот, скажем, Путин, под давлением Путина в так называемой Новороссии, в Донбассе, значит, заменили всех, значит, экстремистски настроенных руководителей
которые собирались вести войну до победного конца, до разгрома Украины. Их всех заменили и посадили в подвал. Понимаете? То есть Путин понял, что он немножко заиграл. Для него фактически вот все эти похожие на фашизм, так сказать, ультрапатриотические экскурсы, это действительно игра. Это просто, это своего рода средство поднять свой имидж до небес. И закрыть, чтобы россияне, значит, все, что с ними происходит, падение экономики, значит, жуткая коррупция, все, замаскировать это все культом собственной личности. Теперь же он переключил, видите, как умело он переключил на сирийские события. Снова ажиотаж, мы такие молодцы, мы покажем это. Да, я просто объясню. Здесь очень важный момент. Почему власть, вот понятно, это экономические интересы, да, финансовый капитал и прочее. На чем она играет? А играет на том, как раз вот, что я и, собственно, и хотел вам, да, главное. В том, что по большому счету мы не осознали либерализм, не осознали либеральную демократию как некую сложность, которую надо строить. Массовое сознание очень легко уходит в любые проявления тоталитарного мышления и откликается на попытки обеспечить вот это единство народа, единство, скажем, с вождем, единство власти и так далее. Нам оно комфортно. И вот что я говорю, да, мы постоянно должны помнить, что единство, к которому мы стремимся всеми правдами и неправдами, да, оно, собственно говоря, опасно фашизмом. И противоядием здесь является как раз либерализм. Не демократия просто так, а либерализм с его четким, скажем, требованием. Надо гарантировать и обеспечивать и гражданские, и политические, и остальные свободы. Да, пожалуйста. Тоді питання таке, що ці був коли-небудь на території сучасної Росії лібералізм, ці максимум його на будущее, і ці, можно поставить питание шире, что это не борьба никаких идеологий, а все-таки это разная цивилизация. Борьба цивилизации, в околе максимум построить и побудовать это социализм и либерализм на постсоветском просторе. Знаете, вот в этом и сложность, да, в этом и сложность, что не было, но мы не можем сказать с уверенностью, что если не было, значит это вот не может быть. Я знаю, у нас постоянно споры идут в Клееве, есть клуб у меня такой, где мы спорим с Николюком Сергеем, который носитель у нас цивилизационного подхода. Он все вот подверстывает под это. Он сразу сделал вывод из этого, что на самом деле, конечно, это цивилизационная такая колея, что не дано. Но вот, скажем, та же самая книга, да, «Бегство от свободы», написана, а тут он многое делает упор на психологию немцев, нацизма, да, немцев. Иная цивилизация. Но все то, о чем мы говорили, клюнули немцы, несмотря на высокую культуру, если угодно, на иную цивилизационную парадигму, психология. Можно сказать, как эксперимент. Вы поставили, прошло, и, наверное, забыли, пошли далее. Да. Они развиваются. Я вам говорю, я с этого начал, что Россия, по сути, фашизма не знает. Она еще, по большому счету, фашизма не пережила. То есть вот фашизм, когда, знаете, почувствовать его, да, когда мы вместе, когда мы народ, мы прав, да, и лидер выражает наши идеи. Ведь в советское время, по большому счету, этого вместе не было. Потому что верхушка, номенклатура и народ, вот того единства, которое пытается обеспечить сегодня Путин, да, на самом деле не было. И не случайно вы посмотрите его выступление после выборов, когда он вышел с Путиным, да, он прослезился. Кто-нибудь видел это выступление? На него часто ссылались. У него там, у меня есть просто, некогда показывать. Он прослезился. Он искренне верит, что ему удалось добиться вот этого единства, которого не было ни в советское время, никогда. Вот. Сталин. Ну, что мы можем сегодня сказать о Сталине? И вообще, кто откровенно во времена Сталина что-то мог сказать? Да? Про Сталина лучше читать Солженицына. Народ был Сталина, народ был объединенный там и монарх. Конечно, когда умер Сталин, то он тогда... Но говорить о каком-то единстве во времена Сталина, если одна часть примерно такая же сидела, да, а другая часть ее охраняла. Ну, согласитесь. Хотя, конечно, какие-то черты демократии, массовости, может быть. Но... Да, либерализма не было. Что? Либерализм как в России, как либеральная мысль, да? Ярко выражен в истории мысли он есть, да, и довольно много мыслителей, там, начиная от Новгородцева там, и других, есть. Но в практике он не реализовался. Но это не значит, что мы должны поставить крест, сказать, что вот эта цивилизация, да, вот как говорит Николай, и пока она не изживет себя полностью, не погибнет, да. Я не договорил вот здесь, вот посмотрите, чего не хватает еще, да. Ведь если брать последовательные формы,
законченные, да, то ведь там, как ни странно, очень близко, вот, если брать определение демократии Авраама Линкольна, может быть, слышали, да, власть от имени народа, там, для народа, посредством народа, то вот лучше всего как раз и показывает себя фашизм власть при помощи народа. Народ весь начинает выполнять волю руководителя, волю народа. То есть за счет чего? Доносы, слежка, активная несвобода. То есть, в принципе, невозможно проявление чего-то вопреки этой воле. И это было в Германии показано. Это, кстати, по времени Сталина было. Сколько было доносов? Миллион. Да? Вот, к счастью, ведь этого же нет. Поэтому мы не говорим о каких-то вызовах. Хотя где-то росточки говорят, а вот уже появились, кто-то на кого-то донос начинает писать. То есть просыпается прошлое, да? Понимаете, о чем? Опасность, да? Но вы не поймите меня правильно, так что вот сейчас прям фашизм в вызревшем виде в России существует, и мы должны его сейчас все опасаться. Мы просто должны посмотреть, где эти ростки проклевываются, и туда обращать свое внимание. Внимание общественности, внимание, если хотите, интеллектуалов, внимание тех, кто преподает. Да? Тех, кто способен осознавать. Вот о чем я говорю. А что мы будем делать практически? Я считаю, для себя мыслить – это наша практика. Мышление – это наша практика. Если мы понимаем и говорим другим, это мы практически противостоим. Может быть, кто-то как-то иначе практику понимает. Это не единственное говорят. Да, последнее, может быть, самое необычное для вас. Был в интернете такой там, а вот, смотрите, в Новороссии воюют, да? И можно ли сравнивать их там с теми, что там были в Германии, там еще? Немцы, что еще спасает Россию от фашизма? Обыкновенное разглядательство. Вы посмотрите на гитлеровскую Германию, да? Это порядок, это четкость, да? Ментальная, там, дисциплина, если хотите, идейная и прочее. И посмотрите, что происходило с теми, кто там воевал в Новороссии. Напились, передрались. Самое простое. Да? То есть вот этот вариант тоже не стоит бросать со счетов, это как бы чисто ментальное и как бы культурологическое средство, если хотите, да. Давайте уже опошнее. А можно еще вот имперское сознание, то, что вот как бы у россиян прослеживается, вот это не связано как-то немножко с фашизмом? То, что они как бы себя ставят выше, наверное, других народов? Да. Ну или этот русский мир, который они хотят себя. Имперское сознание, конечно, является такой, знаете, больным местом, да, слабым местом, так сказать, через которое как раз фашистские идеи проникают. То есть такой соблазн. Потому что, собственно говоря, вот это расширение русского мира за счет тех, кто говорит русском, кто хотел бы к нам присоединиться и так далее. Это такая, ну, я не знаю, как слабое место, да, иначе не назовем. И если сравнивать Беларусь и Россию, то нельзя сказать, что у нас совсем нет имперского сознания, потому что советская культура, которая является во многом общей, да, многие у нас тоже заражены, но уже в таком превращенном виде. Согласитесь, все-таки, потому что, ну вот наслушавшись там российского пропагандистского телевидения, там еще, но гораздо более ослаблено. И геополитика иная. Но, в общем-то, да, смотрите, фашизм, да, становится как бы опасностью там, где есть возможность претендовать на мировую роль какую-то. Да? Вот Германия, например, да? Мировая держава, арийцы, там еще что-то. Мировая держава, имперское сознание, пожалуйста. Ну, конечно, есть. Соблазн есть. Слабость, да? Ну, у меня питание такое. Все-таки, если поглядеть на историю России, она завжди отказывалась от либерализма. Поглядите, при долученні Новгородської, завойованої Новгородської республіки, які страшний розгром там учинили даже для православної церкви. Потом, ну, Іван Грозний вже після присоединення. Смутний час, прийшли, продавали, як тепер говорить союзна держава, ну, наши хотели, ой, Сапега, пробачьте. Тут же подняли бунт, тут же скинули, тут же узмацнення авторитаризму. Прийшли сюди, проіграли Кримську війну, потрібно було нечто робити в економіці, зробили. Революція, соціал-демократія довго не побула, обратно сталінський тоталітаризм. Перебудова, 80-е роки, здається, вже можна йти куди-небудь. Бах, опять Россия змалюється, опять же, ну, у свой тоталітаризм. Я в этом плане с Никольком згодний, що поки існує цей народ, в России, там либерализму места просто нема. Ну, я ще со своего назирания.
здається, вот супроть вот этой путинской, скажем так, программы, путинской политики выступают только те люди, які по суті росіянами не являются. Ну, то есть представники других народов, скажем, ті з Беларуси, ті з України, ті з Кавказа. Я бы не согласился в последнем вашем высказывании, потому что касается цивилизационного подхода, он имеет право на существование, пожалуйста, да, здесь разнообразие, мы не держимся, каждый стоит на своем. А вот что касается не существует других, ну, у меня есть коллеги, которые в России, собственно, с которыми я поддерживаю связи. Я, в общем, поддерживаю Россию в той ее части, которая выступает против нынешнего. Поэтому такова моя позиция практическая. Российская культура всегда была в основном либеральна. Смотрите, начиная от Пушкина там, и прочее. Вот. Поэтому, конечно, цивилизационный подход чаще всего в той же России используется для того, чтобы оправдать ее, казалось бы, особый путь. У каждого народа есть особый путь. Но демократия, если народ не сможет обрести демократию, настоящую, либеральную, он будет влачить жалкое существование всю свою последующую историю. Нет, ну это очень спорный. Про Пушкина тоже. По поводу там... Одну хвилинку только скажу. Покуль дружил с Адамом Мицкевичем, и только Адам Мицкевич некий пошел про некую там Литву чи Польшу размовлять, тут же поехала вся эта либерализм Пушкина и закончился. Видите, славянофилы были меньшинством в российской культуре, понимаете, всегда. Виктор, вы можете потом, да, вот в процессе, когда будете идти, я просто, секундочку, одно слово. Вот вы спрашивали про Беларусь, я сказал, что нет, я прошу прощения. Я на самом деле все заготовил, и уже много у меня было. Вот, когда я говорю, что нас может, что спасать, да, от тех идей, которые я говорил, есть какие-то вещи. Например, менталитет отличается, да, в котором больше осторожности и прагматизма. Все-таки, согласитесь, вот эта вот нацеленность на любой вид тоталитарной идеологии, это не прагматизм. Это, если угодно, готовность пожертвовать ради идеи, да, ради идеи, которая ничего не приносит. Всем. В том числе, скажем, нацистский режим, посмотрите, что это ведь жертва. Гитлер принес себя в жертву своим идеям, да, и пытался заставить весь народ, чтобы он тоже эту жертву, и, кстати, многие принесли, да. Поэтому я надеюсь, что у нас все-таки менталитет в большей степени прагматичен и осторожен, слава Богу, чтобы не купиться на вот такие высокие идеи. Потому что тоталитаризм всегда это великая утопия, это великая идея. Затем, геополитику я говорил, если хотите, вот стилистика власти, тоже об этом говорил. Слава Богу, не пацанская, скорее, а крестьянская. То есть спокойная, померковная, да, и вот думать о своих интересах. Не полагаясь на какие-то там рисковые проекты, типа вот, скажем, проекта русского мира. И я даже говорил об этом, что, слава Богу, мне кажется, все-таки у нас президент, чего я обычно не делаю, да, можно похвалить, в том плане, что он оказывается в этом смысле прогрессивнее, чем многие у нас из наших коллег, ну, скажем, тех, с кем я работаю, кто, наслушавшись российской пропаганды, да, готовы идти вот уже и как бы расширять русский мир. Вплоть до Беларуси, там, Прибалтики и прочее. Вот нам нужно от этого поосторожнее в этом. Так, спасибо всем за участие, за поддержку.